Ассаламу алейкум, друзья! Вы на канале Чечен Синдром. Друзья, сегодня мне хотелось бы вам рассказать об одном достойном поступке, совершенном уроженцем Чечни, Майрбеком Юсуповым, проживающим в Иркутске. Днем 25 августа нынешнего года, Майрбек Юсупов отправился на пробежку. Он серьезно занимается спортом, играет в двух футбольных командах, Иркут и Локомотив, поэтому бег для него – занятие обычное. Во время бега, Майрбек примерно в 100 метрах от себя увидел девушку, которая бежала ему навстречу, кричала, что ее ограбили, и показывала рукой на убегавшего мужчину. Не раздумывая ни секунды, он бросился вслед за преступником, и только тогда заметил, что в руке у грабителя зажат нож. Ну а что было дальше, сам Майрбек и расскажет. Майрбек Юсупов – инженер-строитель. Накануне в Иркутске среди бела дня он задержал грабителя. Отреагировал на крик испуганной девушки, у которой вырвали телефон. Ее призыв о помощи услышал еще один неравнодушный мужчина. Мы с ним вместе, уже вдвоем бежали за ним и догнали его на углу заправки. Я хотел бы сказать от себя большое спасибо этому мужчине, который мне помог. Это от меня личное уважение. Если бы не он, не знаю, как это бы все закончилось. Он его схватил, и мы вместе, я скрутил ему руку и выбили нож. И задержали до приезда полицейских. Ну а далее, грабитель отдал им мобильный телефон, который принадлежал девушке, и стал уговаривать его отпустить, чего, конечно же, они не сделали. Вскоре подошла и хозяйка мобильного, рассказала, что просто шла по улице, разговаривала по телефону. К ней подбежал этот грабитель, ударил по лицу, выхватил мобильник и сорвал с шеи золотую цепочку. Но цепочки у него при себе не было. Скорее всего, он потерял украшение во время погони. Несмотря на то, что такой случай в жизни Майрбека Юсупова произошел впервые, он говорит, что никакого страха не испытал. Страшно не было совсем. Я верю в судьбу и знаю, что все события в жизни предопределены. Если б я тогда за ним не побежал или увидел девушку позже, его бы уже не догнали. А так эмоции были только у девушки, которой всего 19 лет. Она плакала. Для нее это было шоком. После того, как передали преступника полицейским, я отправился дальше на пробежку. Правда, пока бежал, все думал, почему вокруг так много равнодушных людей? Ведь там было много народу. И я не был первым, кто увидел, что девушка оказалась в беде. Она говорит, что даже пыталась останавливать машины, чтобы ей помогли. Но все проходили и проезжали мимо. Грабителю, которого задержал Майрбек Юсупов, 34 года. Он нигде не работает. И постоянного места жительства у него тоже нет. Зато есть богатый криминальный опыт. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, грабежей и разбойных нападений. Преступник в очередной раз отправился на скамью подсудимых по статье «Разбой». Возможно, выяснится его причастность к совершению других подобных преступлений. Несколькими днями позже Майрбеку вновь пришлось встретиться с полицейскими, но на этот раз по приятному поводу. В торжественной обстановке, за решительные действия, своевременно проявленную бдительность, неравнодушие и помощь полиции, начальник управления МВД России Иркутская, полковник полиции Олег Савин, вручил Майрбеку Юсупову благодарственное письмо. Майрбек признался, что догнал злоумышленника благодаря своей хорошей физической подготовке, так как все свое свободное время занимается спортом. Так что задержать не самого спортивного преступника для меня не проблема. Ну а свою награду он прокомментировал так: «Для меня поощрения не важны», — скромничает Майрбек. «Считаю, люди так и должны помогать друг другу». Друзья, в завершение, от себя хотелось бы пожелать удачи Майрбеку во всех его делах. И я думаю, что наш герой на все 100% соответствует своему имени. Ну а почему, только войнахи поймут. Ну а на этом все. Если вам понравилось, ставим палец вверх. С вами был Чечен Синдром, и до новых встреч.